Аферисты, которые наживаются на оформлении банковских кредитов на третьих лиц, придумали новую схему. Она позволяет обойти все предполагаемые законодательные изменения, которые должны быть приняты в этом году. Например, само запрет на кредиты и блокировку подозрительных счетов. Главная цель аферистов – банки, но их клиенты могут стать непроизвольными участниками этой схемы. Клиенту банка поступает звонок от сотрудника, который поздравляет с одобрением займа. Одновременно с этим приходит СМС с кодом для оформления заявки на кредит наличными. И тут же падает еще одно для подтверждения телефона. Сотрудник предлагает назвать коды для окончания формирования заявки. На сайте многих организаций есть форма онлайн-анкеты, которая является заявкой на кредит. Злоумышленники заполняют ее на клиента, но указывают телефон жертвы. Мошенники таким образом привязывают кредит к телефону третьего лица. Если он сообщает им коды для формирования заявки и подтверждения номера телефона, то после одобрения его попросят назвать его еще один код для подписания документов на кредит. На счет клиента поступают деньги, которые переводятся по цепочке к главному бенефициару этой схемы, то есть мошеннику. Представители банка подтвердили получение обращений от бдительных граждан о такой схеме, объяснили механизм ее действия, злоумышленники внимательнее других следят за повесткой и подстраивают свои действия под нее. Слабым местом является онлайн-анкета на сайтах организаций. Фактически особо убеждать жертву не надо, просто кредит одобрен, и подтвердите. Доверие вызывает тот факт, что СМС приходит именно от банка. Пресс-служба Центрального банка также отметила, что регулятор неоднократно обращал внимание, что, исходя из актуальной повестки, мошенники оперативно меняют свои схемы и сценарии для хищения денег у граждан. Юристы считают, в случае реализации такой мошеннической схемы с большой долей вероятности крайним окажется не владелец мобильного телефона и даже не посредник. Будь он мошенник или третье лицо, которое мошенники используют в темную, а банк, выдавший кредит, прокомментировала адвокат. По мнению юриста, ситуация не слишком простая с правовой точки зрения. Каждому из участников схемы придется доказывать, что он не является ее бенефициаром.